Выступая на третьем заседании 13-го Народного конгресса, который прошел 6 января в так называемом Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, губернатор Восточного Туркестана Шухрат Закир сообщил, что политика размещения китайских коммунистов в дома уйгуров и других тюрков, названная опытом Фингчау, будет продолжена. Известно, что впервые данная политика была осуществлена в 1960 году в китайском регионе Нинбо. Наблюдатели считают, что слова Шухрата Закира означают, что Китай продолжит репрессивную политику в Восточном Туркестане. Глава информационного центра Восточного Туркестана Абдуджалил Каракаш сделал следующее заявление. Наряду с преследованиями и геноцидом китайские власти проводят в Восточном Туркестане политику Мао Цзэдуна, впервые опробованную в Нинбо в 1960 году. В уйгурском законопроекте, принятом Палатой представителей США в прошлом году, предусматриваются санкции в отношении китайских властей, ответственных за нарушение прав человека в уйгурском регионе. Помимо марионеточного губернатора Шухрата Закира, в список были включены имена Чен Чуанго и других китайских чиновников. Я надеюсь, что правительство США накажет Китай как можно скорее, приняв законопроект об уйгурских правах человека. Оценивая американо-китайское торговое соглашение, сенатор от республиканцев Марко Рубио заявил, что нельзя игнорировать вопросы прав человека и смешивать их с геополитическими проблемами. В то время как США и Китай готовятся подписать торговое соглашение, сенатор Флориды Марко Рубио, являющийся спонсором американского законопроекта по поддержке демократии в Гонконге, призвал Конгресс принять законопроект в противовес Китаю, который оказывает давление на мусульман Восточного Туркестана. 4 декабря 2019 года Палата представителей США одобрила законопроект против Китая, обвиняемого в нарушениях прав человека в отношении уйгуров и других тюрков. Выступая на встрече с региональными представителями и главами комиссий, руководитель партии Саадет Темель Карамолла Оглу осудил слова некоторых политических деятелей, заявивших, что в Восточном Туркестане нет преследования мусульман. Подчеркнув, что мусульман уйгурского региона отправляют в лагеря перевоспитания, заставляют отказаться от веры и размещают в их дома китайцев, Карамолла Оглу заявил, что каждый человек, считающий себя верующим, должен оказать поддержку народу Восточного Туркестана. Председатель партии Саадет настоятельно призывает отказаться от китайской продукции. Правительство Китая сообщило, что пригласит в уйгурский регион Малайзийский международный институт исламского мышления и цивилизации, которому поручено расследование нарушений прав человека в отношении уйгуров и других тюрков. Малайзийские СМИ сообщили, что посол Китая в Куала-Лумпуре Бай Тянь заявил, что визит может состояться в апреле или мае. 27 декабря неправительственные организации Малайзии провели у посольства Китая в Куала-Лумпуре протест против нарушения прав человека в отношении коренного населения региона. В ответ на обвинение китайское посольство заявило, что в Восточном Туркестане нет никакого давления и что Пекин собирается пригласить в регион специалистов и международных наблюдателей. После чего министр иностранных дел Малайзии Сейфетдин Абдулла сообщил, что правительство назначило Исламский институт для расследования реальной ситуации региона. Перед подписанием торгового соглашения, которое состоится в ближайшие дни, Министерство сельского хозяйства Китая заявило, что не будет корректировать квоты для конкретной страны на импорт зерна. Заместитель министра сельского хозяйства Хан Цзюнь заявил, что Китай не собирается тратить миллиарды долларов на закупку сельскохозяйственной продукции США.